Любая форма насилия – это преступление и неприемлемое явление. Только совместными усилиями государственных органов, гражданского общества и всех неравнодушных граждан можно искоренить семейное и гендерное насилие. Соответствующие органы в стране всегда ведут системную, планомерную работу по недопущению гендерного неравенства. Один из них – Национальный совет по гендерному развитию. Психологический, моральный климат, обыденный темп жизни он был нарушен. И это дало такие серьезные последствия в виде семейного насилия, насилия в отношении старшего поколения, насилия в отношении детей. Все эти случаи очень сильно, резко участились. И как раз-таки сегодняшнее мероприятие, наша цель, мы пригласили сюда представителей, курирующих замов, губернаторов, полномочий представителей правительства в регионах каждого из 7 областей, чтобы они нам дали картину именно в разрезе своих областей, что происходит. Также представители правоохранительных органов и такая независимая, наверное, оценка со стороны неправительственных организаций и международных организаций будет дана, чтобы то есть это такой стол, где мы можем собрать воедино цифры, мнения, обсуждения и какой-то такой диалог и вынести отсюда решение, что нужно делать. Министерство труда и социального развития является уполномоченным госорганом по координации деятельности охраны и защиты от семейного насилия. Так, ведомству было выделено дополнительно 5 штатных единиц для ведения профилактической работы по недопущению семейного насилия. В этом направлении министерство проводит ряд необходимых мероприятий. Во всех айлук-мөтү были созданы комитеты по именно охране и защите от семейного насилия. Их сегодня 450 комитетов, которые постоянно действуют и координируют работу, помогают, обращаются женщины отдельно. Также утверждаются стандарты, инструкции, такие методические указания по именно обучению сотрудников, которые будут оказывать помощь. И также есть типовая коррекционная программа именно для насильника, который оказал насилие над женщиной или над ребенком. По данным МВД, за 9 месяцев этого года было зарегистрировано 6950 фактов семейного насилия. Это почти на 20% больше, чем в прошлом году. Кроме этого, заместитель министра внутренних дел Октябрь Урманбетов отметил, что сегодня сотрудники правоохранительных органов работают в усиленном режиме. Наряду с совершенствованием законодательства особое внимание уделено активизации деятельности подразделений ОВД в борьбе с семейным насилием. Так, север предупреждения семейного насилия во время чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения МВД Кыргызской Республики было разработано и направлено во все подразделения ОВД Республики распоряжение за номером 225 от 6 апреля 2020 года о мерах по предупреждению семейного насилия во время чрезвычайной ситуации и чрезвычайного положения в Кыргызской Республике. В связи с этим в стране объявлен старт 16-дневной информационной кампании, призывающей к предотвращению и искоренению насилия в отношении женщин и детей. В настоящее время утверждается комплекс неотложных мер по недопущению гендерного насилия и готовится медиаплан. Наргиза Нурмаметова, Бахтыбек Мамацаев, Пирамида.